дети подходят к повару, соответственно, говорят меню висит тоже у нас. 91-я школа открылась более полувека назад. Капитальный ремонт здесь был только один раз. Тогда в столовой работы не велись. Капитальный ремонт здесь был в 2014-2015 году, но систему питания не затронули. Ни обеденный зал не ремонтировался. Единственное, что подвели воду, соответственно, и сделали новую канализацию. Организовать качественное горячее питание в школах 1,5 года назад поручил Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Чтобы организовать бесплатное горячее и, подчеркну, здоровое питание, предлагаю направить средства из 3 источников – федерального, регионального и местного. Но вопрос не только в деньгах. Нужно создать в школах и необходимую инфраструктуру, оборудовать столовые и буфеты, наладить систему снабжения и, безусловно, качественными продуктами. Жалобы на питание от школьников и их родителей стали массовыми в последние годы. Тогда проверить меню и качество оборудования во всех школах республики поручил Рустам Минниханов. В новую программу капремонта пищеблоков этого года вошли 198 объектов в 44 районах республики. Там и внешнее состояние столовых, потому что дети все должны получать в хороших условиях хорошее питание. И, конечно же, обновление оборудования технологического, поскольку все-таки одновременно мы готовим там меню очень хорошее, оно и мясное блюдо содержит, и овощи, и фрукты, и поэтому, естественно, большие трудозатраты, и необходимо было просто улучшить условия труда наших поваров. На обновление школьных столовых из республиканского бюджета в этом году потратят 1 миллиард рублей. На эти деньги отремонтируют инженерные сети, стены, полы, закупят энергосберегающие современные плиты, посудомоечные машины, холодильники и мебель. У нас появится система вентиляции, соответственно, принудительная, с подогревом. У нас до этого никогда ее не было, поэтому мы очень этому рады. Раньше запах еды поднимался на 2-й этаж. Теперь мы систему вентиляции протянули вплоть до обеденного зала, поэтому надеемся, что здесь будет комфортно, не влажно. Планировка столовой практически не изменилась. Здесь будет находиться горячий цех, холодный цех, моечная и, конечно же, окно, в которое школьники будут приносить посуду после своего обеда. Зато изменился обеденный зал. Если раньше здесь могли питаться только 160 человек, то сейчас их число вырастет на 40 человек. И все это благодаря современному оборудованию и мебели. В 91-й школе позади 95% работ. Осталось подключить электрику и расставить столы и стулья. По Татарстану школьные столовые готовы на 60%. Изменения ждут не только пищеблоки. По республиканской программе капремонта вторую жизнь в этом году получат более 400 образовательных учреждений. В этом году на объекты образования выделено 3 миллиарда 400 миллионов рублей. Более 400 объектов мы ремонтируем. Это 33 школы, 49 детских садиков. В 115 школах делаем функциональные зоны. 5 ресурсных центров ремонтируем. Обновленные школы распахнут двери для учеников 1 сентября. Наталья Мезина, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.